эта стройка всегда воспринималась руководством республики как особо такая важная, нужная. Я даже не буду там далеко ходить, а из своего опыта скажу. Ну, в начале 90-х годов я был премьер-министром Республики Саха-Якутия. Это, конечно, не могла, как бы тематика железнодорожного строительства не могла не быть в поле внимания, как одна из центральных тем тогдашнего кабинета министров. Ну вот я, например, еще в середине 80-х годов был участником этой знаменитой эпопеи, когда в результате циклического как бы обмеления реки Лены на запад Якутии вообще не завезли топливо. И стояла речь о том, что необходимо остановить алмазную промышленность, о том, поселки эвакуировать и спустя год туда вернуться. Вы представляете себе, что это такое, и какие потери были для страны с финансово-экономической точки зрения. А потом, после такой консервации, можно было и не восстановить ту же самую махину Удачинского ГОКа, предположим, и так далее. Поэтому тогда было принято специальное постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС о том, что как спасти Западную Якутию. Тогда топливо завозили самолетами, целые военные, дивизии работали. Они набирали топливо в баки, в крылья, в емкости специальные, там все у нас сливали. Еле-еле, как говорится, унесли ноги. Тогда же были приняты такие глобальные решения по подтягиванию инфраструктуры Западной Якутии. Вот началось интенсивное строительство Вилюйска ГЭС-3, которое мы сейчас называем Светлинская ГЭС. В Мирном была построена газотурбинная электростанция. Тогда-то началось освоение газовых промыслов в Западной Якутии. Это могло бы обернуться катастрофой. Конечно, у нас, в начале 90-х годов все это было на памяти. Тем более, что вот я, например, был назначен обкомом партии, еще будучи молодым человеком. Я работал в Велюгастрое, первым заместителем начальником штаба по строительству энергетических объектов в Западной Якутии. Представьте себе, эти циклы маловодности, они повторяются определенное количество лет. Вот начало 90-х годов. 93-й, 94-й. Прошло с тех времен, примерно 11 лет. Опять у нас гигантская засуха в Якутии. Опять мы ничего завести не можем. Особенно пострадали заречная группа улусов. На реке МГЕ навигация не состоялась, можно сказать, на Алдане. И вот тогда, по настоянию Михаила Ефимовича Николаева, к нам дважды, в 93-94 году, прилетал заместитель председателя правительства Шахрай, который отвечал за региональную политику. И вот там мы прямо на полях, которые были покрыты саранчой, вы знаете, что саранча появляется, когда засуха. Значит, все было изъедено, прям черная земля вместо цветущих лугов. Значит, вот своими глазами убедились, и все амбары пустые. Как избавиться от этого? Значит, надо привести постоянный путь в такую точку, где гарантированные глубины и где можно быстро использовать время для завоза по малым рекам. Это точка Якутск. Значит, поэтому строительство железной дороги стало для нас таким колоссальным, что ли, возможным выходом из ситуации. Поэтому ей уделялось, конечно, очень много внимания и в эти 90-е годы. Но надо иметь в виду, что вот был недостаток финансовых средств всегда. Вот первые секретари нашего обкома, что Гаврил Иванович Черяев, что Юрий Николаевич Прокопьев не вылазили из Москвы, вот все здесь вот Министерство транспортного строительства было, вот Министерство путей сообщения, вот с этими министрами, они в ЦК КПСС, Совмин все время ходили. Были перерывы финансовые и так далее, но когда начали в 90-е годы переход к рынку, это вообще никому стало не нужно. Вообще никому. Но тогда мы настояли на том, что для республики Ельцин в 93 году, помните, приезжал в Якутию, и Михаил Ефимович Николаев убедил его в том, что необходимо подписать указ о социально-экономическом развитии Якутии. Этот указ состоял из одного пункта. Поручить правительству Якутии вместе с правительством России разработать программу развития Якутии и утвердить ее в установленном порядке. Вот мы ее разработали, утвердили на заседании правительства. Я, как премьер-министр, как раз докладывал там, на этом заседании, здесь, вот, в Белом доме в Москве. И там был большой раздел по железной дороге. Там были определены некоторые такие мизерные источники финансирования, причем в основном не бюджетные, которые просто разрешение дано, там часть таможенных пошлин используют, еще чего-то и так далее.
Ну, это уже было кое-что. Ну, а так, вообще-то говоря, мы финансируем эту дорогу из республиканского бюджета. Значит, еле-еле там жизнь теплилась, но как-то все-таки шла. А вот во второй половине 90-х годов тут в республике был полный экономический коллапс, я бы так сказал. Ну и, конечно, это все отодвинулось на задний план, а федералы вообще рукой махнули на это. Значит, поэтому в начале 2000-х годов, по сути дела, надо было начинать с чистого листа. Была большая задолженность перед строителями за все эти 90-е годы, зарплату им там не платили годами, ничего купить невозможно было, ни рельс, там, ни шпалы и так далее. Поэтому уже в 92 году, то есть в 2002 году, ну, одно из самых первых решений президента и правительства республики было выделить 300 миллионов рублей вот на продолжение строительства. Ну, это, конечно, воспринималось с огромным облегчением. А потом такой, я бы сказал, хорошая, упорная лоббистская работа. Нам удалось убедить правительство России о том, что эта стройка, значит, крайне необходима. Что это вот решение проблем Якутии с завозом. И это путь дальше на Магадан, значит, и сюда на запад, на нефтегазовый комплекс и так далее. И было вышло постановление правительства в 2004 году о продолжении строительства железной дороги. Я бы сказал, сегодня там было много очень лукавства, но мы сознательно на это пошли, потому что там была очень маленькая сумма была. 15 миллиардов рублей, было понятно, что мы за эту сумму, конечно, не уложимся. Как мы дойдем до Якутска за 15 миллиардов? Но, как говорится, это было сделано, вот постановление есть, а через некоторое время мы вновь появились. И уже создали настоящее постановление, значит, уже в соответствии с которым выделена была полная сумма денег, значит, на строительство до Нижнего Бестяха. Станислав Иванович, вот пока деньги не были выделены, вы часто встречались с транспортными строителями, которые находились в отчаянии. Вот как все-таки удавалось найти взаимопонимание? Ну, это я должен сказать так, что это совершенно уникальные люди. Это такие, как мне казалось, фанатики своего дела. Значит, вопрос не в том, что, знаете, вот они требовали, вот отдайте нам деньги, мы поехали. Да ничего подобного. Значит, они говорят, ладно, значит, пусть еще побои задолженность по зарплате, но главное, вот начинайте финансирование для того, чтобы мы продолжали строительство. Это наши знаменитые бамовцы, это трудовые коллективы, которые прошли огонь и воду во главе со своими бригадирами, во главе с инженерно-техническими работниками. Там, конечно, всякое бывало, но я должен сказать, что это удивительная такая стойкость, ее сродни, может быть, я не знаю, я не застал эти времена, может, так было в годы Великой Отечественной войны, это действительно были люди. Но я не могу не отметить и руководителей, непосредственно транспортных строителей, которые тогда были. Значит, во многом благодаря их энтузиазму, во многом благодаря тому, что вот они могли работать с людьми, брали на себя все эти удары. Значит, и удалось, собственно говоря, сохранить эти коллективы. И вот сейчас, слава богу, стройка заканчивается. Ну, это вот и Александр Николаевич Дудников, конечно, фигура номер один у нас в транспортном строительстве. Значит, и наш Василий Александрович Шимохин, значит, который тогда был транспортным строителем, а сейчас, видите, начальник Якутской железной дороги. Значит, так, это и как бы те люди, которые работали в правительстве Якутии. Я не могу, что ли, не отметить, значит, вот Иван Данилович Черов был министр транспорта республики и связи, потом он стал заместителем председателя правительства. Членов Владимир Михайлович тоже был министром транспорта, значит, или вот, Подолин Валерий Георгиевич. В общем, такое, значит, огромная помощь, что ли, со стороны правительства, вот совместно, что ли, такая работа помогла и трудовые коллективы держать и спасти их. Очень опытных руководителей республика и туда посылала. Например, чего стоит только Дмитрий Дмитриевич Трофимов, который возглавлял совет директоров транспортного строительства. Значит, это очень важно, такие, то есть, как бы, очень еще важно, что, какой урок мы должны для себя сделать, что все должны работать в одну руку. Нельзя одному говорить, да ладно, это не нужно, значит, а другой с энтузиазмом говорит, нет, давай доканчивай. Все вместе должны, как единая команда, что ли, работать. На федеральном уровне, вот я говорил, здесь была Минтрансстрой СССР, там был выдающий человек Владимир Аркадьевич Брежнев. Он был советским министром, а потом первое время он возглавлял этот Трансстрой вместе с Ефимом Владимировичем Басиным, знаменитым бабунским транспортным строителем, героем соцтруда. Вот они вдвоем возглавляли.
Вот пока он был, у нас вообще никаких проблем не было с поддержкой здесь, в Москве. Конечно, потом Трансстрой перешел в другие руки, мы там намучились, и до сих пор, я, насколько понимаю, эти мучения продолжаются там и так далее. Но, тем не менее, как бы они тоже большой вклад несли. Ну, я не могу не сказать, что локомотивами, инициаторами с самого начала строительства были, конечно, руководители республики. Особенно Гаврил Ильич Черяев и Юрий Николаевич Прокопьев уделял этому лично большое, значит, внимание. Вот благодаря такой совместной работе, ну, какой-то результат сейчас есть. Ну, энтузиазм энтузиазмом, профессионализм, понятно, но все-таки людям кушать же нужно было. Ну, мы выделяли из разных там источников, значит, целевым назначением. Это на зарплату, это вам на продовольствие там и так далее. По строгим контролям, значит, все это как-то сработало. Ну, тем не менее, вот ваша встреча, вот, может, был какой-нибудь момент, да, вот, критический наиболее, когда вот люди действительно были в отчаянии? Знаете, я вот я работал еще в молодости в обкоме, и с транспортными строителями там имел очень много дела. Значит, тогда были совсем другие времена. Значит, это были люди, которым все время всеобщее внимание там, и так далее. А вот в таких вот ситуациях я уже в качестве президента Якутии встречался с трудовыми коллективами и так далее. И что мне бросало в глаза, да, люди там говорили, жаловались, значит, да, вот мы говорим, вот завтра мы так решим, послезавтра это, и старались безукоснительно свои слова выполнять, вот по части там немножко зарплаты, немножко там закупки продовольствия, еще что-то. Но самое главное, это были острейшие вопросы, и шум, гам, и истерика. Но самое главное требование было, нет, надо вот продолжать строить. Потому что они не видели свою судьбу без стройки этой. Кстати, мы должны очень много этим людям и в таком даже бытовом плане. Ну, посмотрите, как они продолжают жить в этих развалюшных поселках Солнечное и там Синегорье. Давно уже пора их под корень снести. Ну, что-то делается сейчас там, как бы, но это должна быть первоочередной пункт всех наших программ по сносу ветхого аварийного жилья, по переселению людей в нормальное жилье и так далее. Станислав Анатольевич, ну вот став уже президентом Якутии, вы продолжали уделять большое внимание железной дороге. Вот, и, собственно, наверняка вот день возобновления стройки со станции Томот, наверное, для вас один из самых таких знаменательных дней, да? Конечно, конечно. Но такой очень важный день. Это был июль 2004 года, когда первые поезда пришли в Томот. Значит, это был такой действительно грандиозный праздник, на который приехали и руководители федеральные. Значит, и там в поселке после длительного времени такое уныние, апатии, значит, в Алдане целые, понимаете, сделали это самое мероприятие вообще такого масштаба, там и огромный концерт, и спортивные соревнования, и такое настроение было у людей праздничное. Ну, какое редко бывает, как День Победы. А вы что чувствовали? Ну, я, с одной стороны, было очень радостно на душе, а с другой стороны, я думал, ну, это первый этап, надо дальше двигаться, надо опять выколачивать деньги, опять идти. А в 2005 году мы уже за рекой Алдан, чуть-чуть дальше от Томота, уже начали официальную стройку на Якутск. Скажите, а как вы относитесь к критике вообще железной дороги экипа над Якутском? Понимаете, как вам сказать, вот сейчас существуют такие, что ли, точки зрения, ну, недопонимания многих вещей. Вот, например, всеобщее увлечение цифровой экономикой. Цифровая экономика. Это уже стало какое-то ритуальное заклинание такое. И многие люди думают, ну, при помощи цифровой экономики весь мир наш переменится. Ну, что такое цифровая экономика? На самом деле это элемент производства. Производство же никто не выбрасывал, оно остается как таковое. Значит, ну, допустим, вот вы дома картошку сажаете на даче в мае месяце, там, в конце мая, начале июня. Вы можете, конечно, какой-нибудь замечательный мини-трактор, значит, притащить. Можете семена купить, супер. Удобрения сделать, у вас вообще никаких проблем нет. Но и мини-трактор, и удобрения, значит, и семена, это все элементы производства. Но производство само осталось. Вот так же вся эта информационная
А экономика, она только добавляет, улучшает производство, но она его не заменяет. Значит, невозможно съесть электронную курицу. Ее надо вырастить, так? О чем я говорю? Что некоторые говорят, ну вот, тут авиация, значит, тут вот связь такая мгновенная, понимаешь, и так далее. Интернет и все остальное, и не надо. Значит, никаких, но никто же не отменял завоз грузов. Завоз грузов, от которого зависит жизнь людей. Это вот первый такой аспект, это жизненная необходимость. А второй аспект, другой, надо же думать о конкурентоспособности своей экономики. Значит, а конкурентоспособность, она зависит от многих очень факторов. Значит, и в том числе от развития транспортных путей и так далее. Вот я говорил о том, что наша Россия страна с незаконченными транспортными магистралями. Поэтому и местные пути не развиваются, потому что они должны куда-то подключаться. Вот я говорил, будем делать место нашей дороги там, на Эльгу, предположим, или на Тарынах, или на Таёшку. Но если бы не было ствола, который идет на Якутск, и не было бумбама внизу, то невозможно было бы это сделать. Значит, поэтому вот эта тема, она хорошо понимается сейчас в мире. Смотрите, что происходит в Китае. Китайцы разделили всю страну на квадратики и делают 7 дорог в широком направлении и 9 в меридиональном. Это скоростные транспортные железнодорожные магистрали, скоростные. Они хотят резко снизить транспортные затраты. Они хотят резко увеличить скорость передвижения товаров. Они понимают, что без этого Китай, как сухопутная страна, хотя у нее есть и большое морское побережье, не конкурентоспособна. Это доказано экономистами много лет назад. Что делает Трамп в Америке? Он возобновил строительство скоростных железных дорог. А посмотрите, что в Европе. В Европе приняты законы, в соответствии с которым они восстанавливают водные пути, водные реки, казалось бы, архаика, да, для транспортных потоков. И усиленно строят трансевропейские железные дороги как альтернативу автомобильному транспорту, потому что он экологически грязен и недостаточно экономически эффективен. Они начали отставать от других с точки зрения издержек производства. Но разве нас не касается это? Мы-то почему сидим, не думаем об этом? Это напрямую касается и республики. Хотим, чтобы у нас какие-то производства, значит, действительно были эффективными. Значит, надо нам удешевить резко все эти завозы. А когда мы начинаем завозить в Искут, там год хранится, потом по реке Лени, потом у себя перегружаем. А это же все кредиты, это все проценты. Значит, привез товар за рубль, а он у тебя стоит уже 5 рублей. Потом ты из него сделал какое-то изделие, куда ты с ним пойдешь? Поэтому развитие транспортных путей это нет альтернативы для Северо-Востока, для нашей республики и для России в целом. Спасибо большое. Спасибо.